В гостях Руслан Валуев, главный редактор, я надеюсь, я правильно представляю. Валиев. Руслан О, Господи, Валиев. извините, это мое четверговое утро. Руслан Валиев, главный редактор «Эхо Уфы». Руслан, доброе утро, вы нас слышите? Доброе утро, коллеги, я вас слышу, замечательно. Да, Руслан, доброе утро. Все, отлично. Я хотел извиниться перед Русланом, что мы его так рано утром разбудили, но у них плюс 2 часа, так что ничего страшного. Руслан уже можно работать. Да, уже можно работать. Мы поговорим о странной истории про памятники. Виталий Наумович, я думаю, что вы уже начали в первой части программы как-то подробно об этом говорить. Нет, ну давайте про памятники, так про памятники. Руслан, здесь еще, мы вчера с вами вечером говорили, договаривались об этом эфире, за ночь еще здесь одна новость пришла, но мы ее на потом оставим, тоже касающаяся памятников. Как в Уфе, я бы так сказал, или как Башкирия восприняла, если вообще хоть как-то восприняла и отреагировала на вот это хоть неожиданное решение прокуратуры убрать из скверика, я его знаю, этот скверик на Васильевском острове, сквер, это территория Санкт-Петербургского государственного университета, там скверик, где всякие тоже там бюсты стоят, такой мемориальный, я бы сказал, сквер, убрать бюст там фактически, да, памятник Валиди, известному башкирскому там философу, общественному деятелю, причем этот памятник является подарком Министерства культуры Башкирии, если я не ошибаюсь, Санкт-Петербургскому государственному университету, и этот подарок 2008 года, по-моему. Все верно. Да, как отреагировал, да, извините, я просто для наших слушателей еще расскажу, это сегодняшним утром я вычитал, что там шло в обратном порядке, что сначала предъявили претензии не содержанию памятника, а процедуре его передачи, что якобы с нарушениями был памятник принят. Ну, там какие-то бумаги, видимо, подписываются при этом. А когда уже, значит, с нарушениями этот памятник Санкт-Петербургский университет принял, то тут и обнаружилось еще, что и вообще и кому его поставили. Он националист, а сегодня, значит, уже пошло, что это фактически пособник нацистов. Вот такая вот, грубо, так сказать, коротко, вернее, скажем так, история. И теперь уже действительно, Руслан, к вам вопрос, как в Башкирии это дело все восприняли? Ну, я бы разделил восприятие этой истории на восприятие двух частей общества. Массовая аудитория, скажем, и интеллигенция, погруженная в историю и занимающаяся историей республики. Массовая аудитория наверняка даже не слышала об этом пока еще, поскольку имя Заки Валиди, несмотря на то, что на слуху, в принципе, у нас есть название улицы в Уфе соответствующее, название главной республиканской библиотеки носит его имя. Но все-таки эта персона не является, скажем, активно обсуждаемой и активно изучаемой в школах и университетах неисторического толка. Так вот, если говорить все-таки по существу об интеллигенции, скажем, и людях, которые посвящены, то, конечно, их это решение, мягко говоря, удивило, но большей частью даже возмутило, поскольку для людей, интересующихся историей Башкортостана, Заки Валиди не просто философ, не просто историк какой-то, а выдающаяся личность, которая имела ключевое значение во время революционных событий столетней давности и формирования башкирской автономии, которая, кстати говоря, в составе РСФСР была первой. То есть появление республик в составе Советской России началось с появления Башкирской АССР. Благодаря активной деятельности революционеров и лидеров национально-освободительного движения во главе с Заки Валиди. Считается, по крайней мере, так. А вот Заки, по поводу, именно конкретно по поводу его личности, я думаю, что вы в курсе, что именно не понравилось российским властям, петербургским в данном случае. Почему он пособник нацистов? Да, как появилось, что он вдруг стал пособником нацистов? Мы понимаем, что между 19 годом и 40-ми годами прошло довольно много времени. Действительно, Заки Валиди в начале, после создания Башкирской Советской Республики, был даже во главе этой самой республики, но довольно быстро его пути с большевиками разошлись, несмотря на то, что вначале он общался тесно с Лениным, с ним договаривался лично, с ним подписывал документы, но, соответственно, оказался в опале и оказался в эмиграции в Средней Азии. То есть в сталинские времена он мог оказаться одним из репрессированных, как
какими, кстати, стали некоторые из его соратников. Так вот, уже в 20-е годы он покинул Россию, покинул Башкирию, оказался в Средней Азии, потом он переехал в Турцию, работал в Стамбуле, занимался наукой. И его биография в годы Великой Отечественной войны, она тоже, в общем, вот вызывает некие споры, но в очень узких кругах. Прямых, скажем, доказательств о том, что он сотрудничал с гитлеровской Германией, нет. Опять-таки, либо об этом в открытую много не говорится, но эта часть его биографии, скажем так, она по большому счету не имеет уже отношения к той части биографии, благодаря которой он является для башкирской нации выдающимся деятелем. Руслан, я просто хочу вот вас проинформировать, и я вот вижу, нам пишут здесь тоже, видимо, из Башкирии по поводу того, что нет доказательств. Ну, я не хочу сказать, что они есть, я хочу только сказать, что в сегодняшнем Санкт-Петербургском дневнике опубликована статья с какими-то архивными материалами, там, значит, откуда берутся цитаты, показывающие, что он там что-то выступал против некоего правительства. Я просто не очень хорошо разбираюсь в этой истории, но цитату это более-менее помню, что он выступал против некоего правительства, которое не хочет на стороне нацистов, на стороне Германии выступить против Советской России. Вот это вот такого рода примерно цитату я вот сегодня утром прочитал, но меня удивляет другое. Это не закрытый архив, и не вчера это нашли, эту цитату, да? Уже прошло сколько времени, больше 80, сколько там, Господи, почти уже 80 лет, в конце концов, прошло, да, и почему вдруг сегодня это вытащили? Вот это по поводу... Это очень любопытно, знаете. Тут я вот такие, наверное, предположения озвучу. В общем, в период 90-х и начала нулевых годов, когда регионы и республики, в частности в России, обладали большими правами, да, в плане вот федерализма, тогда об этом говорилось громче, чаще и меньше оглядывались тогда на, в общем, федеральный центр, который мог бы на это посмотреть косо. Сейчас другая ситуация, к сожалению, да, и действительно оглядываются региональные власти, в том числе в национальных республиках, и боятся эту тему так или иначе обсуждать. Я просто пример приведу. Вот в конце минувшего 2020 года Заки Валиди могло бы исполниться 130 лет, и башкирские активисты выходили с предложением нынешнему главе республики установить таки Валиди в Уфе бюст. Постановление об этом было подписано еще правительством Муртазы Рахимова в 2010 году, но нынешнее правительство отказалось эту тему даже обсуждать. Вот. Видимо, потому что как раз-таки фигура Валиди остается противоречивой, и есть вот эти вот некие пятна, которые, согласно современным реалиям, могут бросить тень на вот его биографию. Руслан, хотя вот опять же... Да, извините. Да. Я хотела уточнить, просто вы сказали, что есть и улица, названная в его честь, есть и библиотека. Да. Теперь что, будут переименовывать? Вот, да. И еще второй вопрос сразу же. Нет ни одного памятника Заки Валиди в Башкортостане? В Уфе нет, по крайней мере. В Уфе нет. В Башкортостане, да, может быть, где-то в каких-то, я не знаю, получастных владениях какие-то бюсты есть, но так, чтобы был памятник в городе, в столице нет. Но при этом есть улица и библиотека его имени. Да. Вы знаете, вот у меня такой в связи с этим более даже общий вопрос возникает. Он касается, Башкортостана. Он, кстати говоря, касается Татарстана, например, в отношении так называемого татаро-монгольского ига, да, что вот невозможно написать единую историю. Да? Получается, что в каждой национальной республике надо учитывать, да, местные особенности. И с этой точки зрения у меня вопрос. А у нас учебники истории единые по всей стране. В Башкортостане в учебнике истории что написано про Валиди? Вообще школьники о нем знают? Вот, знают, но насколько я сужу по тем учебникам, которые были еще в 90-е, когда я изучал, и сейчас, все-таки представление его изменилось. В меньшей степени его судьба, его биография разбирается. Хотя упоминается, потому что из контекста выдернуть это просто невозможно. Он действительно основоположник государственности, по сути. Он создатель республики, потому что до 1917 года в составе Российской империи республик не было. Как мы знаем, были империи. Но его вроде, извините,
но сейчас нам пишут как раз, что его вроде Сталин звал к себе, но он, как пишут у нас наши слушатели, сообразительный был. От Ленина сбежал, к Сталину не вернулся. Вот. И в этой связи как бы его выступление в изгнании, наверное, как-то можно понять и объяснить, потому что действительно реальность довольно-таки сильно отличалась от тех планов, которые изначально закладывались в создание автономии. То есть национальные активисты планировали, что автономия будет реальной, а не декларативной, каковой она оказалась уже в сталинские годы. У меня еще один вопрос, не совсем про тот памятник. Вот нам наши слушатели пишут на YouTube, что в Уфе хотят поставить памятник Сталину. Вы что-нибудь знаете про это? Слышали? Есть про это правда или что происходит? Расскажите. Мы за несколько дней до этого у себя в эфирах тоже разбирали, но это инициатива местного отделения КПРФ. В общем, эта инициатива звучит не в первый раз. Наблюдатели часто говорят, что это происходит неспроста, а для того, чтобы отвлечь внимание от других насущных проблем. Эта инициатива, как правило, не находит одобрения, как в некоторых регионах России. То есть не сказать, чтобы у них была большая группа поддержки среди граждан, и власти на это тоже смотрят. Не сказать, чтобы резко негативно, но люди, приближенные к власти, например, руководители «Единой России» местные, он выступает против. Поэтому, в общем, эта инициатива, я думаю, что и в этот раз тоже останется незамеченной. Это обычно дешевый пиар. Да, примерно так. Понятно. А вот мне интересно теперь, раз уж прокуратура таким образом, значит, оценила саму процедуру передачи памятника, да, там бумаги неправильно оформлены, то теперь меня интересует, какова процедура возвращения памятника. Вот, знаете, здесь с прокуратурой любопытно. Да. Мы обратились в республиканскую прокуратуру, она нам заявила, что, в общем, петербургская прокуратура нам не указана. Но я сейчас утрирую, да, немножко. То есть это было указано Петербургскому университету, и пусть они исполняют. Если Генеральная прокуратура Российской Федерации с соответствующей инициативой выйдет, тогда здесь будут вынуждены на это внимание обратить. И Уфимский городской совет, который отвечает за наименование и переименование улиц, нам также заявил, что переименовывать улицу Заки Валиди не планирует, потому что, во-первых, нет юридических оснований, во-вторых, это не имеет смысла, поскольку это дорогостоящая процедура, и у нас давно работает принцип, как говорится, не трогать то, что не требует этого. С 2009 года мы улицы просто так не переименовываем, только наименовываем новые улицы. Руслан, а по этому вопросу известна позиция самого СПбГУ? Я так понимаю, все-таки это был подарок именно для университета. Вот, Ир, извини, пожалуйста, я что не даю Руслану ответить на этот вопрос. Просто я сегодня прочитал, там такая история, что мне такое ощущение, что СПбГУ испугался этого, и сегодня уже версия новая событий, что это сам университет обратился в прокуратуру. Да, есть такая версия. И университет, в общем, как мы знаем, вот по нашим данным, он не собирается как-то, значит, возражать на этот счет и собирается исполнить предписание. Да, что чуть ли они не инициаторы этого. То есть СПбГУ самолично собираются отправить памятник обратно. А слушайте, вот если просто пофантазировать, если вдруг все это сумасшествие действительно раскрутится и памятник увезут обратно в Уфу, что его там ждет? Это очень любопытная история. Я думаю, что мы должны задать этот вопрос как историкам, активистам и официальным властям. То есть разрешат. Понятно, что значит, историки и активисты захотят установить этот памятник в Уфе, причем в знаковом месте. Согласятся ли на это власти? Учитывая их очень осторожную позицию на данный момент, я в этом не уверен. Ну, Руслан, у меня такой еще более общий вопрос. Каковы вообще настроения в Башкортостане? Вот насколько сильны вот эти тенденции, которые в России назвали бы националистические, а я бы назвал бы их, может быть, такими, патриотические тоже уже слово испорчено. Испорченное, да. В общем, понятно, да, такие независимо ориентированные. Да? Знаете, таких, вот прямо говорить о параде суверенитетов в понимании начала 90-х годов сейчас вообще не приходится, с этим все очень сложно. Да. Я могу сказать, что один из политических деятелей, ключевых, я бы сказал, вот всего даже 30-летия, осужден на 9 лет колонии строгого режима за рассуждение о федерализме, не о выходе из состава Российской Федерации, а о том, что республики и субъекты должны обладать большими правами, как то было заложено изначально при подписании федеративного договора. 9 лет человеку дали только за рассуждение. Поэтому от
таких вещах в принципе никто не говорит. Но о том, что необходимо сохранять национальную идентичность, сохранять национальный язык, развивать культуру, об этом говорится все больше и больше. С горечью, причем говорится, констатируя тот факт, что федеральные власти ведут политику унитаризации и, в общем, размывания этой самой национальной идентичности. К примеру, обязательное изучение родных языков отменено на территории всей России. И это, в общем, довольно справедливо местная интеллигенция считает очень плохим фактором с точки зрения сохранения языка. К сожалению, мы должны на этом закончить. Руслан Валиев, спасибо большое, главный редактор «Эхо Уфы». Спасибо вам, за этот эфир и хорошего дня. Счастливо. Пропустили что-то в эфире? Не расстраивайтесь. Полную трансляцию этой и других программ вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале «Эхо Москвы» в Петербурге.